Доброе утро! Продолжаем просыпаться на наших студийных часах 6 часов 18 минут. В эфире ваше любимое утреннее шоу. Я думаю, что сейчас самое время продолжить путешествие по нашей виртуальной карте завтраков народов мира. Ну и сегодня мы предлагаем узнать, что же на завтрак едят кенийцы. Как тебе такое предложение? Согласна? Хорошо, тогда идем. По плану и по традиции немного информации о самой стране. Так вот, Кения – это волшебные пейзажи и удивительные сафари. Она расположена в Восточной Африке, граничит с Южным Суданом, Угандой, Танзанией, Эфиопией и Сомали. Да, кстати, одной из особенностей Кении могут считаться ее водные границы, одна из которых проходит по глади озера Виктория, а другая по Индийскому океану. Что для Африки замечательно, иметь столько много воды. Но вот кенийская кухня очень многогранна. Ее основу составляет маис, картофель, рис, шпинат и экзотический местный овощ. Он называется суккумавики. Мясо относительно дорого, поэтому используется редко. И в основном племена с побережья едят морепродукты, что на самом деле очень хорошо. Очень хорошо, да. Когда возникает вопрос, а что же на завтрак? В большинстве стран ответом часто являются яйца, булка с маслом или хлопья в сопровождении чая или кофе. Но на кенийском побережье есть только один ответ. Восхитительный в Азии за нации. Это голубиный горошек, приготовленный в кокосовом молоке. Обычно его подают с манази или чапати. Я поговорила на каком-то непонятном мне языке, и вот что же такое голубиный горошек? Это я тебе не расскажу, а вот давай другие твои слова буду расшифровывать. Манази – это традиционные для кухни Танзании пончики. Танзания – это соседняя страна, напоминаю. Они являются одними из основных блюд кухни народов суахили, живущих на африканских Великих озерах. Их удобно готовить и можно сочетать с любыми продуктами и соусами, и использовать в качестве закуски. В общем, везде пригодились эти пончики. Вот мне интересно, что какая бы страна ни была, Африка, Америка, Беларусь, там, я не знаю, север, запад, везде есть пончики. Да. Они существовали всегда, мне кажется, еще до человечества. То есть появились раньше, чем курица или яйцо? Я уверена, да. Давайте поговорим дальше о еде кенийцев. Например, чапати. Это мягкая лепешка из пресного пшеничного теста с добавлением соли. Тесто делится на маленькие кусочки, которые свернуты в круглую форму толщиной около дюйма, как в корке для пиц примерно. Во время этого процесса тесто может быть смазано, раскатано несколько раз или только один раз. Ну, это уже как захотите. Сырые чапати затем обжаривают на плоской сковороде. Чапати лучше всего подавать с мясным рагу или рагу из злаков, например, из чечевицы или зеленого горошка. Вот ты с чем бы предпочла? Я бы попробовала рагу из чечевицы. Мне кажется, это очень интересно. Вообще, на самом деле, в такую жару мясо есть-то и не хочется. Мы говорим о том, что в африканской кухне мало мяса, и вроде бы начинаем переживать, но действительно организму становится намного легче, когда такая тяжелая пища в него в жару не попадает. Ну вот, а еще у нас говорят, что утреннюю кашу маслом не испортишь, но в Кении масло – это дорогой продукт, поэтому кукурузную кашу уди заправляют медом или кусочками фруктов, и мне нравится эта идея. Жидкую, как тесто для тонких блинчиков, кашу часто наливают в чашку и пьют вместо сладкого чая. Очень аппетитно, мне тоже нравится эта идея. А вот запивают африканский завтрак кофе или чаем. Вообще кенийский кофе в первую очередь известен насыщенным вкусом, богатым ароматом, сложным, но сбалансированным букетом и почти винной кислотностью. Так еще красивого кофе я никогда не описывала. Захотелось, да? Бодрящие зерна этой страны входят в пятерку лучших в мире и считаются по-настоящему элитной продукцией. Самый традиционный способ заварки кофе в Кении, как, Катя, называется? Кахава чанг. Правильно, это горький кофе. Кофе варят на открытом огне в высоком медном чайнике, добавляя в процесс имбирь, кардамон, корицу и другие специи. Готовый напиток подается с инжиром или сладостями. И мне вот этот вариант очень нравится. А кенийцам, кстати, не всем. Сейчас расскажу, почему. Дело в том, что кенийский кофе – это один из самых известных действительно сортов на земле. Однако именно чай является самым популярным горячим напитком в Кении. Вот такая вот ситуация, вот такой вот парадокс. Да. Произошло это потому, что кофе в этой стране появился лишь немногим более 100 лет назад. И местные жители до сих пор пьют чай. Кенийский чай заваривается до черного цвета, смешивается с большим количеством цельного и жирного молока и подслащается несколькими столовыми ложками сахара на одну-то чашку. Ты представь себе, вот какая это бомба с утра получается, такой заряд энергии. Да, но, как говорил Пушкин, привычка свыше нам дана, замена счастью она. Правильно? Вот так и пьют тоже так считают. Пьют они чай до сих пор, да.